День инвалидов. Что я могу сказать? Мне очень хочется, чтобы с каждым годом количество детей наших сокращалось, а у тех, которых этот уже приговор на всю жизнь, дай Бог, чтобы наше государство увидело. Вот это большая проблема для нашего государства. Вот для Сухуми, в частности, 600 детей – это так много. А вы представляете, в других городах, что творится у нас? У нас, по большому счету, нет ни одного официального списка, сколько детей-инвалидов. Не то, что я уже не говорю по категориям, по заболеваниям, по группам. Потому что очень много наших детей имеют российскую прописку, чтобы пенсия была побольше, там какие-то льготы. У нас никаких льгот нету. В России, вот я знаю, каждый год, там, в году 2 раза у них санаторно-курортное лечение. В 2 раза в году им дают коляски, обувь им дают. Мы всего этого лишены. Мы сами вынуждены покупать. Бывают моменты, когда мы друг другу что-то передариваем, даем там поносить, и потом вот чередуемся вот своими вспомогательными средствами, чтобы каждому ребенку построить пандус или какое-то приспособление сделать. Это мы должны, я не знаю, куда ходить, потому что нас много, и я не думаю, что одному-двоим помогут, а остальные вот дети остаются. Это городские дети. А вы представляете, за городом сколько детей и в каких они положениях? Как мы знаем, 3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью. И так как мы являемся детским фондом ООН, нашей основной задачей является создание благоприятных условий для детей. И наша основная работа заключается в том, чтобы способствовать осуществлению прав каждого ребенка, в том числе, когда мы говорим о детях с инвалидностью, для того, чтобы у каждого ребенка была возможность полностью реализовать свой потенциал. В Абхазии, в частности, мы работаем в 3 направлениях. Это здравоохранение, образование и развитие социальных услуг для детей. И особое внимание мы стараемся уделить в каждой своей программе детям с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями, потому что наша задача, чтобы никто не остался вне предоставления услуг. Смотреть в глаза родителям, у кого дети нуждаются в помощи, и задавать вопросы, легко ли им живется, не так-то просто. Мне трудно представить, что чувствует мать, когда слышит от врачей: у вашего ребенка детский церебральный паралич. Причина болезни, степень тяжести и путь реабилитации у каждого ребенка свои, а многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться родителям, похожи. Как вырастить из особенного ребенка обычного человека, где взять силы и деньги на реабилитацию, которая не всегда бесплатна? И каково это быть мамой особенного ребенка? Моей дочери Николь 13 лет. Но, честно говоря, вначале я вообще не понимала, что это такое, что это вообще она чем-то болеет. Ну, для меня она была просто недоношенный ребенок. Я думала, вырастет и все проблемы закончатся. Но, правда, у нас чем больше растем, тем больше они растут проблемы, вместо того, чтобы меньше стать, становится больше. Вот можете вы дать совет другим мамочкам, да, чтобы вот они не опускали руки? Самой совет нужен, по-моему, у меня они тоже опускаются. Потому что у нас сейчас ситуация такая, вообще занятий вообще никаких нет, то сидим дома, ни школы, ни занятия. Но если самой ходить где-то искать, кто будет заниматься, тогда надо платить за все. Ну, сейчас не так хорошо прям все себя чувствуем в Абхазии, чтобы платить за каждое занятие. А так ни центр не работает, ни школа не работает, ничего. Ну, не знаю, в общем, какой совет дать? Самой нужен совет уже. Знакомьтесь, это Николь. Ее энергии можно только позавидовать. Каждый день она строит на жизнь новые планы и в будущем хочет стать поваром. Мне сказали, что ты профессию себе выбрала, да? И кем ты хочешь стать? Я хочу стать поваром. Очень люблю готовить. Очень люблю готовить. Когда я готовлю, я получаю от этого удовольствие. А передачи какие-нибудь смотришь? Голос лучше всех. Я люблю танцевать.
Вот это все. А ты когда-то хотела стать официанткой? Да. А почему? А почему? Потому что у меня есть люблю очень готовить. Надо приносить людям еду для того, чтобы людям помогать. А это Лаша. Честно говоря, меня удивило, что на мой вопрос, что бы он хотел, чтобы ему подарили, Лаша ответил, что дедушке его нужен слуховой аппарат. Но потом вполголоса добавил, что мечтает о электрической коляске для того, чтобы чаще ездить в гости к соседям. Друзья часто к тебе приходят? Приходим, конечно, приходим. Есть кроме друзей, что у меня. Электрическую коляску хотим. Чтоб хоть здесь возиться, что-то делать. То к соседям, то моим соседям ездим. Правильно. Надо купить, но денег у деда тоже помогать надо, помогать. Но нету столько возможностей. Говорить легко, а когда ты имеешь такого ребенка, одного, даже порой двух вы сегодня видели, это очень тяжело. Это не те заболевания, которые вот вылечили, прооперировали, один раз послали, там собрали одну какую-то сумму, и на этом закончилось. С этим живем мы всю жизнь. Это нужны лекарства, это вспомогательные средства нужны. Наши дети писать не могут, в школу ходить не могут, в садики ходить не могут. Но невозможно одно и то же говорить каждый год. В сегодняшний момент хотелось бы, конечно, чтобы дети с ограниченными возможностями учились наряду с другими детьми в школах обычных, то есть посещали дошкольные учреждения. Зачастую можно услышать, как о детях могут сказать, там, это просто больной ребенок. Нужно понимать, что то, как мы высказываемся и то, как мы говорим о детях с ограниченными возможностями, в целом потом формируется отношение к инвалидности, исходя из наших слов, из терминов, которые мы употребляем. Нужно более работать, наверное, со взрослым, потому что то, что исходит от наших детей, это то, что мы им даем, то, о чем мы им рассказываем. То есть, естественно, если там каждый родитель будет говорить, что это такой же ребенок, он точно так же может общаться, учиться и получать образование, то есть отношение будет формироваться по-другому. То есть если ребенок без инвалидности будет учиться наряду с детьми, у которых есть ограниченные возможности, то есть он не будет вырастать и понимать, то есть вот, оказывается, есть люди, которые там, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем такого плана, они вот будут наряду с ними вместе воспитываться и понимать, что это точно такие же люди, которые могут получать образование совместно с нами, учиться, работать, то есть чтобы не было таких разграничений. Вторая история непростая, без слез о ней рассказать просто невозможно. Сусана Зантария, мать-одиночка, единственный 9-летний сын Сусаны прикован к постели. Слова врачей о том, что мальчик никогда не сможет ходить, стали для Сусаны приговором, разделившей жизнь на до и после. Но даже с таким тяжелым диагнозом сердце матери продолжает верить в чудо. Сдержать эмоции и слезы не смогли ни Сусана, ни вся съемочная группа. Ситуация очень сложная. Очень сложная. Сама мама очень хорошая женщина. Видно, что она заботится о ребенке. И мы всегда будем рядом с этой женщиной, готовы оказывать ей моральную помощь и финансовую. Мы ежемесячно покупаем памперсы этому ребенку, нужные медикаменты. Врачи хоть и не дают надежду, но я считаю, что мы должны помогать этой женщине и верить в лучшее. И мы будем ей помогать, и я уверена, что положительный результат все равно будет. Поэтому хотим помочь и все сделаем для того, чтобы облегчить ребенку его состояние. Я являюсь директором Центра развития детей с ограниченными возможностями Токмачевского района. Наш центр работает с 2011 года. Начал работать после Гальского и Ячимчевского центров. Они сначала были созданы при финансовой поддержке международной организации All Vision. И после того, как Гальский и Ячимчевский центры начали работать, мы поняли, что на самом деле это необходимо и в городе тоже этот квартал создать, потому что дети с ограниченными возможностями вынуждены были выезжать из города
то в Сухум, то в Ачимчире, то в Гали, для того, чтобы получать услуги центра. И поэтому в 2011 году в Кварчале был создан при финансовой поддержке All Vision подобный же центр развития детей с ограниченными возможностями. Сегодня существует 3 центра, которые в 2010 году было также понимание со стороны нашего правительства, что эта работа нужна, что эти услуги необходимы. И в 2017 году было принято решение о том, чтобы перевести эти центры на государственное финансирование. То есть сегодня они самостоятельные, они существуют как бы вот при поддержке государства. Мы со своей стороны продолжаем оказывать помощь там, в каком-то техническом оснащении этих центров, может быть, какие-то курсы по повышению квалификации там, для узких специалистов, как лучше работать с такими детьми. То есть такая работа ведется. И более того, сегодня подобные центры существуют практически в каждом районе Абхазии. То есть есть в Гудаутском районе, в городе Гудаута, есть в Гагре открывается новый центр, в Сухуми республиканский центр открылся, но он больше вот направлен на медицинский подход, да, то есть там медицинские услуги. Помимо республиканского центра существует еще центр поддержка, который тоже работает с детьми именно вот по социальной интеграции. То есть эта модель нашла понимание, и сегодня мы видим, что подобные центры открываются и открылись, уже существуют во всех районах. Я хочу сказать, что мы вот за 9 лет работы мы уверенно вот чувствуем, что есть динамика. Динамика в лучшую сторону, в положительную сторону. Есть у нас 6 детей, которые мы пошли в школу в Ткварчалском районе, а есть еще в Ачимчирском и в Гальском районе тоже дети, которые не ходили в школу, они вот с помощью нас, мы оказывая услуги, мы их довели до такого уровня, что они уже могут посещать и среднюю школу. И мы можем сейчас очень гордо сказать, в Ачимчирском районе наш один подопечный, это села Джгерды, впервые наш колясочник обучается в школе. Вы знаете, это большое дело, большое удивились мы в том, что учитель, никто ее не обучал, учителя, никто с ней не говорил. В ее жизни впервые, когда ребенок с ограниченными возможностями, колясочник, учится в классе. 9 лет назад в селе Джгерда Ачимчирского района на свет появился мальчик. Особенный. У Инала ДЦП. Спустя столько лет Инал пошел в школу. Сегодня мы приехали к нему домой, чтобы посмотреть, как начинается его утро. Рождение ребенка в семье всегда радость для любящих, заботливых родителей. Сколько радости и слез пополам, сколько эмоций, надежд, ожиданий. Но иногда случается и так, что рождение ребенка становится стеной, которая разделит жизнь на до и после. И все счастливые мечты, все надежды разбиваются о жесткое слово «инвалидность». Тогда, 9 лет назад, для мамы Инала, Анжелы, это звучало как страшный приговор. Не опустив руки, она бросила все силы на реабилитацию Инала. Сегодня Анжела гордится успехами своего сына, который практически ничем не отличается от своих сверстников. 7-8 лет хочу сказать, на любой класс, 9 лет их хочу. А школа брат аскет, школа брат школа, ну, рабкудер ацрагира, рачевенькин кохасар. ديخوت سند سبخ عزيز سند ديخو خوش بجيب زين برياش شريف شو بسرقي شو بزين دربوت يا هنجي خوش بزيد سزرب تسمو بلا دربوت دربوت كل نزل السزوم يحط خايم تزيجي قد بريس سند سويس فسرت عن خندس هم سيديخو. В прошлом году Инал захотел пойти в подготовительный класс. Препятствовать его желанию не стали. Но до школы идти почти 5 километров. Дорога в этой части села не асфальтирована. И весь путь Анжеле с сыном приходилось преодолевать с огромными сложностями. Соседи вошли в положение, собрали необходимую сумму и купили поддержанный автомобиль. И теперь без проблем каждое утро отвозит Инала в школу. Как он в школу пошел, мать его на инвалидной коляске по таким ужасным дорогам, и в дождь, и в слякоть, с малых лет на наших глазах, и всей деревней скинулись, кто сколько мог, вот так приобрели машину для него. Так он способен учиться хорошо, очень приветливый ребенок. Дети должны получить образование, любой ребенок.
За всю историю существования школы здесь, в селе Чгярда, никогда не обучались дети с ограниченными возможностями здоровья. Сама школа, конечно, не приспособлена для детей с инвалидностью, но это уходит на второй план, когда видишь всю любовь и заботу. Чувствуется атмосфера полного равенства. Ахуче школа кахкарса заа. Инали тус дачкуна ткезам дачкуна бзиоп ихтыр тапано пацхрар тако. Пацхрар куирасна ахцахет день добра хайпо хушукса фушукса хаджупа при эсбша анска паризгана ахучи яхтод школа ахцала артисферхцала паризгана ахучи яхтод. Дети в силу своей юности и отсутствия опыта могут быть жестокими, но это все во власти учителей, которые их воспитывают. Если педагоги ведут себя правильно, дети привыкают к тому, что для детей с инвалидностью тоже есть место в этом мире. В Чгярдской школе удалось безболезненно сделать шаги к инклюзивному образованию. Я проработала в школе более 45 лет. Первый раз я встречаюсь с таким учеником. Но дети к нему очень хорошо относятся. Все на переменах его катают, с ним разговаривают, ходят, очень хорошо относятся в нашей школе, например. А в других школах не знаю. Стараемся, чтобы он не оказался в стороне. На улицу, когда выходим, когда физкультуру делаем, или что он с нами старается. Здесь то же самое. Пишет, читает уже, буквы все знает. Он все усваивает. Так умный мальчик. Инклюзивный опыт в любой школе поможет ребенку в будущем, когда он будет общаться с кем-то, отличающимся от него. Встречая человека на коляске, на улице, он уже не будет отводить глаза, пугаться, жалеть. Инклюзия – это не история про жалость. Человек с инвалидностью перестанет казаться диковинкой. И самое главное, что перед детьми, которые выросли в инклюзивной среде, не встанет в будущем вопрос, что такое пантус и зачем он так необходим перед тем или иным учреждением. У нас ограниченный возраст. Мы работаем с 0 до 18 лет, с рождения до 18 лет, а потом выпускаем. Но бывает такое, что вот после 18 лет, вот, например, вот спинальник, колясочник, ему некуда идти, что ему делать? Он не может себя найти вот в этом обществе. Поэтому бывает такое, что мы им помогаем. Например, Баграт Харчлава, есть такой мальчик у нас, он после аварии, у него вот ноги не работают. Он сначала был у нас как пациент, как клиент, ходил в наш центр. А когда он закончил, он поступил в Сочи, получил образование айтишника, и он начал работать у нас в центре, преподавал компьютерные курсы. И сегодня, в принципе, город без него не может, какие-то компьютерные моменты, когда есть необходимость, он без него не могут решить. То есть мы где-то вот чувствуем, да, вот наши плоды, и нам приятно, ой, это наш пациент, наш клиент был, и вот кем он стал и так далее. Мы пытаемся оказать помощь настолько, насколько, конечно, мы можем. Есть такая девочка Кабба Хамида, она в ГУПе, да, она вот тоже нашла свою работу, сейчас работает в аквафоне, маленький, имеет ларек и так далее. Село Гупа Чимчирского района. Ровно 5 лет назад молодая девушка Хамида Кабба с диагнозом ДЦП занялась выносной торговлей вот прямо на этом месте, возле центральной трассы. Никакие проблемы не сломили девушку. Сегодня, спустя 5 лет, у нее есть собственный магазин, который успешно работает. Невзирая на печальный диагноз, приговор врачей и общественное мнение, Хамида научилась превращать свои ограниченные возможности здоровья в безграничные. Пока такие предприниматели скорее исключение из правил. Даже мама говорит, не надо тебе столько ходить. Я говорю, мама, никто меня таскать на руках не будет. Если я начала бы, чтобы меня на руках носили, вот так села бы, я сегодня вот это не смогла бы сделать. До 13 лет я ползала, за столом сидеть не могла. А сегодня намного мне лучше стало. Потом костыли мне сделали, по соседству пронесли. Неделю он со мной походил, и все вот так вот, как вы видите уже.
В любом деле нужна мотивация, и вот этого у особых людей предостаточно. Каждое утро Хамида проделывает нелегкий путь от дома до работы порядка 2 километров. Весь путь она проходит пешком, а это спуски, подъемы и овраги. Я вот 7:30 выхожу из дома, и в 8 часов, чтобы я на работе была. Вот по этой траве я хожу пешком утром и вечером иногда. Но очень тяжело. Очень скользко, иногда так падаю, иногда не падаю, вот так вот, еле-еле дохожу. Рядом с Хамидиным магазином расположены другие торговые точки, но пока мы готовили материал, перед нами встала очень трогательная картина. Все дети, да и взрослые, стараются приобрести что-нибудь именно у Хамиды. Вокруг нее царит до невероятности добрая атмосфера. Сам магазин расположен рядом с Губской школой, и поэтому руководителем Очимчирского детского дома юношества Сельмой Зантария было принято решение помочь Хамиде с канцелярскими товарами. Мы видели, что тихо-тихо в ее жизни меняется что-то в лучшую сторону. Затем мы, конечно, помогли, вселили в ту силу, то, что она может изменить свою жизнь, если она займется своим каким-то любимым делом. Но, как выяснилось, что ее любимое дело стало, это не уезжая со своего села, это заняться торговлей. Она очень успешная, активная, она хочет менять постоянно, вот она следит за бизнесом. 8 лет назад Очимчирский дом юношества для Хамиды стал вторым домом. Именно здесь ее мечты стали воплощаться в реальность. Вот с тех пор, как я начала в центр ходить в Очимчирах, с того дня я начала жить. Потом я поняла со временем, что есть дети такие маленькие, даже хуже им, чем мне. Вот этим, вот каждый день я думала, что я должна туда ходить. Я должна это все сделать. Потом я привыкла. И я думаю, когда уже настанет завтрашний день, чтобы я еще туда пошла. Мы видели, что мы можем поменять что-то в ее жизни. Она была такая интересная, хваткая. Конечно, сперва она не очень-то хотела к нам идти, потому что она говорила, я никому не нужна, мне стыдно, я инвалид. Мы научили смотреть на себя с другой стороны, в общении с здоровыми детьми, с психологом. И находясь в нашем обществе, она стала потихоньку себя чувствовать уже по-другому, равные, как другие, стала себя чувствовать. Но мы смогли вот вселить в нее то, что она личность, и она может изменить свою жизнь, только ей надо захотеть. А вот если она не поставит цель, что мы не сможем ей помочь. И вот, работая с ней некоторое время, психолог все-таки добилась того, что Хамида стала открытой, стала хотеть очень общаться с друзьями, завела очень много друзей. По списку, по статистике, 128 детей с ограниченными возможностями от рождения до 30 лет. Это которых мы выискали и имеем на записи. Но мы на сегодняшний день 56 детей обслуживаем. Это те дети, которым мы можем повлиять на их жизнь, изменить в их жизни в лучшую сторону. И мы стараемся, чтобы они были социализированы в общество. Наше сегодняшнее направление – это социализация детей с ограниченными возможностями в общество. На попечительстве Очимчирского дома юношества немало детей с ограниченными возможностями здоровья. Хочется отметить, что помимо того, что здесь всячески помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, есть еще и категория тех, кого с улыбкой называют 18+. Сейчас я стараюсь написать проект. У меня 8 детей с ограниченными, они уже не дети, молодежь 18+, я их так называю, выше 18, которых хочу обучить ремеслу. Но Хамиду, наверное, мы просто будем обучать дальше торговле. Будем именно развивать ее по линии торговли. Если найдутся люди, которые поддержат наших мастеров, мы хотим представить к ним на дом мастеров, которые будут их обучать ремеслу, чтобы они в дальнейшем, остальные тоже могли зарабатывать на свою жизнь. Человек, когда свое заимеет, своим трудом что-нибудь заработает, это счастье. Вот, когда человек сам заработает, и он сам поймет, что такое труд. В откровенной беседе мне удалось узнать, что у Хамиды есть еще одна маленькая мечта – холодильник для ее магазина. Не зря говорят, что мир не без добрых людей, и, возможно, именно вы сможете осуществить чью-то мечту.
Как ЮНИСЕФ мы, как я сказал, работаем для того, чтобы предоставить услуги для каждого ребенка. И в особенности в фокусе нашего внимания находятся те дети, самые-самые уязвимые дети, которые нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке больше всего. И, конечно, мне кажется, только все вместе мы сможем достичь какого-то прогресса в этом направлении, если мы все вместе, как общество, поймем, что дети с инвалидностью нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке, и эта поддержка будет предоставлена. Еще одна семья, которую мы посетили со съемочной группой, на первый взгляд обычная большая абхазская семья, но здесь из 3 детей 2 с ДЦП. У меня 3, старшая девочка, ей уже 18, учится на 2 курсе. Второй родился у нас с ДЦП. И знали только в 7 месяцев, что он с ДЦП. Думали, что он нормальный. Не знаю. Не ходит, не разговаривает, как видите. Уже 16. Вот все-таки ДЦП старшего мальчика и младшего, они одинаковые или все-таки вот, пока вы занимаетесь вот воспитанием, вы видите, у кого-то может сложнее, у кого-то полегче? Я бы не сказала. Просто этот маленький более шустрее, более активный, более общительный, а тот уже сам по себе как бы приспособился. И я бы не сказала, что они разные, они почти одинаковые. Я очень с ними занималась, не падала духом, и не надо падать духом. Ну и вот, как видите, с маленьким у нас пошли судороги уже 2-й год, и нам все запретили. Мы даже после лечения не делаем лекарства. Вот и за счет этого я сижу дома. Так не падала никогда духом. Вот Борисовна, знаете, возила и старшего очень долгое времени. Это у нас Лаура Аршба, ей 13 лет. Она прям умничка, сама дома остается, потому что мама работает с утра до вечера. Ну, старается обслуживать себя. А сейчас, я думаю, кого она ждет? Деда Мороза. Деда Мороза, оказывается, ждет, да. И что ты хотела бы Деду Морозу сказать? Ну, поздравить его с Новым годом. Пожелать здоровья, счастья. Угу. А что бы ты хотела попросить у Деда Мороза? Я не знаю. Вот такие у нас детки. Не знают, что хотят. Ты еще письмо не написала Деду Морозу? Ну, пока нет. А планируешь? Да. Обязательно напиши. Ну вот у меня на Тяньбе еще есть семья, где 2 девочки-близняшки, они лежачие. Уже мама родила, несмотря на все трудности со своими девочками, мама родила еще 4-ю девочку, у нее старший сын, ему 17 лет. Так что я думаю, что когда есть такие мамы в Абхазии, у нас все будет хорошо. Всех героев нашей передачи объединила борьба со страшным недугом под названием болезнь. Рядом с ними царит дух взаимопомощи. Ну, поддержка, конечно, нужна. Мы друг другу помогаем. Вот, постоянно мы от друг друга узнаем, что вообще происходит в мире, потому что более другие люди, которые со здоровыми детьми, им неинтересно, они не понимают эту проблему, они как бы... Такие дети люди стараются избежать. Многие из нас, услышав такие термины, как безбарьерная среда или доступная среда, сразу же вспоминают о людях с ограниченными возможностями здоровья. Но данные термины касаются практически каждого 3-го из нас. Доступная среда необходима не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и пенсионерам, а также молодым мамам с колясками, для которых прогулка по городу становится непреодолимой полосой препятствий. В широком смысле безбарьерная или доступная среда – это среда, которая создает наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей и способствует их независимому образу жизни. Создание доступной среды – актуальная для Абхазии тема. Когда люди говорят о доступности, выстраивается ассоциативный ряд – пандусы, перила, бордюры. Здание, например, может быть полностью доступно для неслышащих, но совершенно недоступно для людей на инвалидной коляске. Да, бывает, что там, где плохие тротуары, то, естественно, с ходунками невозможно ходить. Он сам начинает спотыкаться, и мы идем уже отдельно, без ходунков, сами под ручку. Поэтому да. И, ну и в море тоже, там, где песчаный пляж, там уже тоже без ходунков, уже с поддержкой моей. С подручными способами сами пытаемся спуститься и
как-то его перетащить, поднять, опустить. Дети не сторонятся. Ну, иногда бывают дети, которые просто так посмотрят с удивлением, а что это с ним. И все. А так некоторые начинают общаться, разговаривать и абсолютно спокойно. Могут просто подойти, спросить, а что с тобой? Он ответит. И все, так это к этому относится хорошо. Хочется отметить, что сама по себе инвалидность не является критерием работы службы. Допустим, например, если ребенок с ограниченными возможностями растет в благоприятной, хорошей семье, где там ему оказываются все необходимые услуги, медицинские услуги, образование, то есть и доступ к этим услугам есть, то есть нет никаких проблем, тогда я не вижу необходимости вмешательства нашей службы в данную семью. Но бывает, что обстоятельства складываются так, что у детей с ограниченными возможностями базовые их потребности не удовлетворяются, и тогда мы уже разбираем конкретные ситуации, ищем выходы из положения, и тогда уже стараемся помочь семье. Мы этих детей не сделали больными, нам сделали их врачи. Например, у моего ребенка родовая травма шейного отдела. Эта женщина, она меня узнает, когда видит на улице. Она понимает, что с чем мы живем и с чем, да. Но наказания никакого она не понесла. Поношу все наказание я и мой ребенок. 3 года я должна была ждать коляску, которую в России каждый год такие дети получают. Элементарная обувь, которой здесь нет в Абхазии, мы должны ездить и по 17 тысяч пару покупать. Хотя его пенсия 5 тысяч. Это я должна сколько месяцев собирать, чтобы одну пару купить. Совсем недавно я брала в Собесе списки детей с инвалидностью по городу Сухум. Там оказалось, что дети до 16 лет 134 ребенка. А всего по городу Сухум у нас получают пенсии 635 детей. То есть больше 400 детей – это первой и второй группы дети. Ну, сегодня вот мы проехали 3-4 семьи, вы увидели, в каком положении наши дети, что с ними занимаются и находятся только мамочки, потому что папы вынуждены всегда работать. Это хорошо, если полная семья, есть же неполные семьи. Просмотрев вот эти списки, я обнаружила, что очень много наших детей не получают, ну, то есть наши абхазские пенсии, там 3-4 тысячи у кого-то. Мамочки должны получать 600 рублей по уходу за ребенком. Многие отказываются, не берут, потому что это деньги маленькие, как бы они на них ничего не сделают. Вот мы сейчас говорим с мамами, и я ловлю себя на мысли, что дети у нас растут, а все проблемы остались те же. Что моему ребенку 25 лет, вот Диана Лаше 15 лет. И мы друг друга поддерживаем, нас сплотила эта болезнь детей. Не знаю, что сказать. Я надеюсь, что это правительство обратит на нас внимание. Я надеюсь, что в этом году все поизменится, и на самом деле хоть один президент за 15 лет нас поздравит с Новым годом, и что-то для наших детей в этом мире будет. Пользуясь случаем, вот скоро у нас Новый год, каждый год, уже 19 лет Ассоциация родителей детей-инвалидов проводит акцию поздравления детей с инвалидностью с Новым годом. В прошлом году мы немножко новшества ввели, начали детки писать письма, и их мамочки тоже. Вот. И я предлагаю всем принять участие в нашей акции. Мне очень хочется, что хотя бы в году один раз наших детей кто-то вспомнил, помог чем-то, независимо от того, есть у тебя много денег или мало, от болезни никто не застрахован. Может быть, сегодня мы как бы в роли просящих, но завтра может быть и совсем по-другому может быть. И я предлагаю всем принять участие в нашей акции. Мы каждый год ходим с Дедом Морозом, со Снегурочкой, лично заходим в каждый дом и
небольшую радость приносим в каждую семью. И мне очень хочется, чтобы все поддержали нас, не будьте люди равнодушными, посмотрите вокруг себя. Возможно, где-то у вас по соседству есть такой ребенок. Даже не зная этих детей, вы можете просто оказать им какую-то помощь. Я все буду письма выкладывать в Facebook на свою страничку. Вы можете ознакомиться и разобрать эти письма. В прошлом году у нас вот так через Facebook, у меня через мою страничку, у меня уже были Дед Морозы и Снегурочки, которые разбирали. В этом году у меня много девочек-волонтеров новых. В прошлом году у нас 3 девочки было, в этом году у нас 6 уже девочек будет. То есть я думаю, что нам еще и весело будет. Так что я хочу, чтобы все присоединялись и посмотрели, насколько мир разнообразный. Мы видим изменения, мы в них участвуем, и здорово, что вот создается такой репортаж в день, Международный день людей с инвалидностью. Мне кажется, это уже большие подвижки. Если мы поднимаем эти вопросы, поднимаем эту тему, обсуждаем вопросы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и принимаем участие в их решении, то это уже большой сдвиг. И чем больше мы про это говорим, чем больше мы вовлекаемся, каждый из нас, не только наша организация, это в принципе, наверное, очень важно, чтобы каждый в этом участвовал. Чем больше мы участвуем, чем больше мы говорим, чем больше мы поднимаем эту тему, тем больше мы вовлекаемся в решение этих вопросов. Вот, поэтому относительно планов нашей организации, я думаю, что мы будем работать с этими центрами. Сегодня этих центров стало больше, мы готовы работать со всеми центрами в плане повышения осведомленности, в плане по этой тематике, в плане оснащения, в плане перенятия каких-то современных подходов, которые уже существуют в мире и доказали свою успешность. То есть в этом направлении мы готовы продолжать нашу поддержку и работу. Материал этот, в общем-то, не об инвалидах, а обо всех нас. От нашего равнодушия появляются бутафорские пантусы, сделанные для вида, а не для пользования. А если мы начинаем друг к другу относиться с вниманием, жизнь вдруг становится для всех комфортнее. Так что верно говорят, об уровне развития общества можно судить по его отношению к наименее защищенным согражданам.